Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Разрешите продолжить книгу Хазрата Ходжа Абдулла Ансори «Кашфул Асрор» ва Вахдатул Аброр. То ту марди сурати аз худ набирасти, марди маънӣ бошу, гом аз ҳафт гардун даргузар. Пока ты погружен в красках этого мира, ты от себя еще не отошел, говорит. Если ты человеком, ты хочешь понять смысл истины, ты должен от себя отойти. И тогда, когда ты от себя отошел, ты от семи небес отошел, освободился от связи вселенного мира. ҳар гоҳ ки ба сар бардору аз дейв туро ояд фарёд хоҳ бо худованд ки ӯ шунава ва доно аст, ва илла янзағаннакум мина шайтона фастаизу би Аллахи иннаху самиу алим. Когда тебе приходит, обращается к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что когда тебе приходит наваждение от шайтанов, что такое наваждение от шайтанов? Это мысли. Шайтаны являются прекрасными академиками по созданию ложных мыслей, особенно во время чтения Корана, во время молитвы, во время зикра. Они не дают человеку получить благо, саваб, не дадут получить благо от молитвы. И говорит, когда к тебе приходит наваждение, то есть мысли внушаются в твоем сердце, в твоем разуме, прибегай к защите Аллаха. Эшон ҳақро ёд кунанду то аз ҳайрате ки дев намуд берун оянд ва ҳақ бинанду савоб оранд. Люди, которые вспоминают Аллаха, они освобождаются от внушений, которые даются им шайтаном, шайтаном. Они освобождаются, и они, те, которые вспоминают Аллаха, они видят истину, потому что, когда мы делаем зикр с помощью языка, сердца и души, мы очищаем глаз сердца, мы увеличиваем в себе иман, свет, и этим светом мы будем видеть истину. И получаем благо от своего поклонения и от своего зикра. Худовани хешро ёд кунед дар дили хеш. Фаскуру раббихи раббака фи нафсика. И Аллах Субхану ва Тааля говорит, что вспоминайте вашего Господа, Аллаха Субхану ва Тааля, в своих сердцах, в своих душах. Здесь нафсика, фаскуру раббика фи нафсика, это означает в душах. То есть это говорит о том, что существует несколько видов зикров, одним из которых является вспоминание через сердце и через душу. И пророк Мухаммад говорит, что это самый лучший зикр. Хайран зикран хафия, говорит пророк Мухаммад. То шайтонро даф кун бо истизоат ва яъне ки бо паноҳ бурдан аз Худо. Ты, говорит, отдали шайтана от себя через прибеганием защиты от Аллаха. От шайтана прибегать к защите у Аллаха от шайтана. То есть аузу биллахи мина шайтану раджим. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям шайтонро заиф дид ва аз ӯ пурсид сабаби заифиашро. Шайтон гуфт ки ман аз чор чиз заиф мешавам.
یکم از آوازی اسب‌های غازیانی که جهاد با کافران دارند. دوم از آواز مؤذنی که اذان میگوید. و سوم از کسی که از کسب حلال و به شرط شریعت از کسب حلال غذا میخورد و به شرط شریعت و با ایمان. چهارم از پناه جستن مؤمن که میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این چهار حالت در این چهار حالت ضعیف میشه شیطان. Пророк Мухаммад ﷺ говорит из его слов, что однажды он увидел шайтана слабым, ослабленным, и спросили его, почему ты такой слабый, такой разбитый. Шайтан сказал, я от 4 вещей ослабеваю. Первое. Когда слышу звуки копыт верующих, сражающих, делающих джихад против кафиров. Второе, когда я слышу голос муадзина, который призывает к молитве, азан читает. Третий, когда человек от халяля добывает пищу условиями шариата и с иманом его употребляет. И четвертый, когда человек прибегает к Аллаху от защиты, прибегает к Аллаху, чтобы он защитил его от шайтана. امتی تو در جنگ با شیطان می باشند. این لیس له یدوءا کسبا الذین آمنوا. Аллах Субхану ва Тааля говорит пророку Мухаммаду, что твоя ума находится в состоянии войны с шайтаном. سه حمایت گری است از شیطان ها. یکم توحید، دوم شهادت و سوم گفتار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. Существует три защиты. Способа защиты от шайтана. Первый – это таухид. Второй – это шахада. И третий – прибегать к защите Аллаха от шайтана. Аузу биллахи мина шайтану раджим. چون توفیق حق به انسان آید، یعنی که قیدی یک مکر شیطان در وی اثر نکند. Когда приходит помощь от Аллаха, внушения шайтана не могут влиять на человека. Его хитрость, его ложные мысли не могут влиять на него. حقیقت سما قرآن است. سما چشمه است که از میان دل برجوشد و از عین صدق است. تا ظلمات بشریت از پیش دل برنخیزد، حقیقت آفتاب سما روان نبود که به صحرای سینه مرد تجلی کند. و истина сама – это Коран. Это чтение Корана – это и есть сама. И сама, говорит, подобно роднику, который исходит от середины сердца человека. И оно исходит основой искренности. Пока, говорит, мрак глиняного существа человеческого от сердца человека не отойдет, истинности света самаа человек не почувствует. Этот свет не появится в сердце человека. Само дуаст, самой авом, яни ом ва самой хос. Сама бывает двух видов. Сама простого народа и само избранных. Ом само кунан
ба чунин сару олати тамизи ҳаракати таб ва то аз ҳам бираҳад, хос ҳамо кунанд ба нафси мурда ва дили ташна ва нафаси сӯхта ба онро шодӣ гӯянд. Сама народа связана, они еще в теле находятся. Они выполняют желания своих натуры. А сама избранных они делают, когда у них мертвый нафс, и они через сердце и через душу это все ощущают, и у них появляется необычная радость. Ёдкунандагони зокирон се гурӯҳанд. Якум бо забон ёд кунанду дил аз он бехабар аст. Дуюм бо забони дил ёд кунанду корашон бар хатар аст. Сеюм бо забон хамӯшу дил дар ӯ мустағриқ. Вспоминающие Аллаха бывает трех групп, говорит. Первая группа те, которые языком зикр делают, и сердце о них не участвует. Вторая группа людей, которые вспоминают Аллаха сердцем, и у них еще опасность есть от шайтанов. И третья группа молча делают зикр сердцем, и они погружены в зикре Аллаха. Бегӯи миёни ҷамъу тафриқат бегона, миёни ҷамъу тафриқат роҳ дорад. Банда миёни ҷамъу тафриқат роҳ дорад. Ҷамъ ҳақиқат асту тафриқот шариат. Человек находится между двумя вещами, между единением и разделением. Единение – это ҳақиқат, разделение – это шариат. Сура Ал-Анфол: гаравидагон эшонанд ки Аллоҳро ёд кунанду ва аз худ битарсанду дилҳои эшон чун бар эшон хонанду ва аз суханони ӯ ва имонашон афзояд ва бо худои худ паноҳ мехоҳанд ва намоз мегузоранд ва иза тиммати алайҳим аятуху зиёдаҳул иманаха. Те, которые положились на Аллаха, те, которые спаслись, вспоминают Аллаха, боятся Его сердцами. И когда к ним читают аяты Аллаха, у них увеличивается иман. Одним из способов увеличения и главным способом увеличения имана в человеке – это чтение Корана, это слушание Корана. И они полагаются на Аллаха. Они совершают молитву. И чтение Корана для них увеличивает их иман. مقتاز ایمان یعنی که لازم ایمان آن است که خدای و رسول را فرمان بردار باشی و در طاعت یک دل و یک سخن باشی. Условиями имана является то, признаком имана является то, что человек подчиняется Аллаху и Его пророку. И ты должен быть верен обещанию, которое Аллаху дал. Искреннем покаянии в сердце и в словах одинаковым должен быть. Лицемерие, двуличие не должен быть. дар ҳиҷи ту кор ба низом аст маро, ширин ҳама талху пухта хом аст маро, дар олами ату ҳазор ком аст маро, биё номи ту сар ба сар, беёди ту беноми ту сар ба сар ҳаром аст маро. سر همه طاعتها تقوی است، اصل همه هنرهاست. درختی است که بیخ او در آب وفا، شاهد بر هوای رضا
و میوه دوستی خدا است. Основа всех поклонений – это богобоязненность. Это основа всех дел, это дерево, которое его корни находятся на воде верности. Его плоды – это довольство, его ветки – это довольство, его плоды – это дружба с Богом. Тақви се чиз аст. Якум хафе ки туро аз маъсият боз дорад, дуюм риҷое ки туро бар тоат дорад ва сеюм ризое ки туро ба муҳаббат дорад. Тақви бывает трех видов. Первый – это страх, который тебя уберегает от совершения грехов. Боишься Аллаха настолько, что ты не думаешь о совершении грехов. Даже в голове мысли нету. Второе – это надежда, которая тебя устремляет в сторону поклонения к Богу. Надежда к Его встрече, надежда Его прощения. Третье – это довольство, которое тебя от любви к Богу появляется. Тарс зинҳори имон асту ҳисори дину ва шифои гуноҳон. Страх – это защита имана, это окружение, оберегание веры, и это лечение от совершения грехов. ҳар диле ки дар он тарс нест, он дил хароб асту маъдани фитна аст ва аз назари Аллоҳ маҳрум аст. В том сердце, в котором нету страха перед Аллахом, это сердце разбитое, это сердце источник фитны, смуты, и это сердце лишен внимания со стороны Аллаха. На кого Аллах не обращает, на то сердце, которое не обращает внимания, это сердце разрушится, превращается в развалину. Муъминонро аз ёди Аллоҳ дил ҳоким биосад ва оремода гардад. Айюҳаллазина аману зикри Аллоҳ зикран касиран татмаинаху зикри Аллоҳу татмаинаху лқулубухум. Верующие, когда вспоминают Аллаха, их сердца успокаиваются. Зикр Аллаха приводит к успокоению сердца человека. Раванда дар роҳи шариат ба умеди неъмат бар мақоми хидмат. Тот, который идет по пути шариата, надежда на благо, имеет раванда барои ҳақиқат навохтаи қурбату зулфату бароз вали неъмат. Тот, который идет на пути хақиқата, тот близость имеет, тот будет почетным и благо большое получит. Хақиқат бе шариат ба кор нест ва шариат бе ҳақиқат рост нест. Ҳақиқат бе шариата не появится, и шариат без ҳақиқата не является правильным. Пири тариқат гуфт: ман чӣ донистам, ки модари шодӣ ранҷ асту, зери як нокомӣ ҳазор ганҷ аст. Зиндагӣ дар мурдагӣ асту, муроди ҳама дар бемуродӣ аст. Пир тариқата сказал: я откуда знал, что матерью радости является страдание? За одной неудачей следует тысячи удач. И жизнь в умертвении, и надежда в безнадежности. Когда ты не надеешься, зиндаги дил асту, мурдаги нафс. Человек по-настоящему живым перед Аллахом считается тот, у кого живое сердце, в котором есть иман. И говорит, настоящая жизнь – это жизнь, когда ты
живешь сердцем. А смерть – это когда умирает нафс. То дар худ намирӣ ба ҳақ зинда нагардӣ, то дар нафс намирӣ дар ҷон зинда нагардӣ. Пока ты в своем эго не исчезнешь, Богу не соединишься, Богом живым не будешь считаться. Пока ты не умертвишь свой нафс, в душе живым не будешь. Нафс мешает нам почувствовать сердце и душу. Накунад ишқ нафси зинда қабул, накунад боз муни муроди шикор, боз мульки мурда шикор. Говорит, любовь не будет принимать живого нафса еще. И говорит, также сокол не будет охотиться над мертвым птицей. Зинда бе ту, чун мурда зиндонӣ, суҳбат ёфта бо ту, на ин ҷаҳону на он ҷаҳонӣ, истиғосат ёрӣ хостан се аст. Якум аз ҳақ ба халқ, ки нопокӣ ва бегонагист. Дуюм аз халқ ба ҳақ, ки роҳи мусалмонӣ аст ба шарти бандагӣ. Ва сеюм аз ҳақ ба ҳақ, ки бо силаи дӯстӣ асту иҷобати дастур. Касе ки аз ҳақ ба халқ номад дард афзояд, он ки аз халқ ба ҳақ номад дармон ёбад, ба он ки аз ҳақ ба ҳақ номад ҳақ ёбад, нолад. Просение, когда просишь помощи, 3 вида есть. Первый, когда человек помощь от народа ищет, это признак отчужденности. Когда человек от Бога, от народа, от бед народа призывает помощи к Аллаху, это дело верующих, это условия рабства, раба Божьего. И когда человек от Бога, самого Бога ищет дружбы, это признак принятости. Иншаллах, книга Хазрата продолжается. Будет время, продолжим. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.